Очень этого не хотела и не хотела, ждала, когда этот человек придет хотя бы, или семья скажет мне что-то, да, какие-то слова, что-то как-то. Ну, такое ощущение, как будто и во время похорон, и как будто он не чувствует никакой вины в своей. Ну, удалось избежать всяческого наказания, любого какого-нибудь, хотя бы какого-нибудь. И дальше этот человек, я уже слышу, почему я сейчас вот это все выкладываю, так как, в принципе, я уже на какое-то правосудие не рассчитываю и не рассчитывала. Просто где та грань, которую уже не переступили? Где грань, то где совесть Апсора, которую говорили похорон, что вот надо прощать, что надо все такое. Я все понимаю. Ну, истолковываю. Я буду немного нервничать, но молчать я больше не хочу и не буду, потому что это уже работает против меня. Я ждала с октября месяца каких-то подвижек, что будет дальше. Меня об этом просили мои родственники, родственники мужа, но больше молчать я не буду. Так как до меня доходят слухи. А какие это слухи? В одном из пабликов абхазских, а я политикой Абхазии интересуюсь, потому что это моя страна, это моя жизнь, это будущее моих детей. Хотя мы живем в России постоянно, и с мужем мы жили в России. Сейчас тяжело говорить. И я знаю, что это вызовет огромный негатив. Вечером уже родственники этого человека, а его зовут Хаджба Руслан Таифович. Эта семья пришла и принесла сумму. Я узнала об этом, и, конечно же, я была возмущена вообще, что это такое, что вообще происходит. На что родственники все начали меня уговаривать, что вот у тебя дети, вот, как обычно, Апсора. Ну, на что она? Именно на что? Ну, ради своих родных были уговоры, и стращали, и ругали. И чтобы я в это все как бы не влазила, я пошла в больницу взять хотя бы посмертный эпикриз, что там, какие травмы. Мне его не дали. И прямо передо мной забегали родственники этого мужчины. Долго врач не приходил, хотя я его видела. Очень долго он не подходил. Все-таки решился подойти ко мне и сказал, что он мне его не даст. Час я ждала врача, хотя он был на месте, не занят. Посмотреть эпикризы вообще, что там, вообще какие травмы. У моего мужа есть видеозапись тоже, где все четко видно. Тогда, когда я начала возмущаться, но когда они увидели мое состояние, пожалели, мне дали просто посмотреть. В руки даже не дали. Там были травмы уже изначально совершенно несовместимые с жизнью, естественно. Ну и на похоронах было все видно. Мы даже лица его не смогли открыть. Не хотела плакать. Но дело в том, что обвинили в том, что я взяла деньги за своего мужа. Эти деньги — это насмешка надо мной. Нельзя. Апсора, я тоже знаю, я полжизни прожила, больше полужизни я прожила в Абхазии, до 27 лет. И я знаю, что это такое. Я жила в Абхазии, хотя у меня мама русская, но это ничего не меняет. У нас такие же, все я знаю. Я Апсора, и все. Мой отец погиб на войне. Я все это знаю. Но Апсора, человек, который лишил отца детей, человек пытается опять вернуться на свои какие-то там, занять какую-то там что-то, где-то должность. Человек избежал наказания всяческими путями. Но это уже переборы. Перебор. Еще меня пытаются сделать виноватой, алчной, не знаю какой. Это, видимо, им виднее, кто я такая и какая я. Но себя в обиду я не дам.
над моими детьми. Еще потом я услышала, что много чего я слышала. А самое ужасное, что этот человек, этот мужчина, даже не извинился передо мной. Я воспитываю этих детей наших. Кроме меня никто не занимается воспитанием этих детей, обеспечением этих детей. Я слышу, что он нас обеспечивает всячески и много всего золотил. Мне, конечно, может, это слухи, но слухи не рождаются сами по себе, как мы знаем. Но я бы хотела ответить этим людям. Защищают слабых, а тут в данном случае оказалась я. Против всех. А против всех я бессильна, я в силах хотя бы остановить вот это вот, сказала Мазала. Могу за себя сказать слово и постоять за себя. Хотя я очень этого не хотела. Мне написали кучу вещей, которые, оказывается, слухи не напрасны. До меня доходили. Но я думала, там кто-то что-то говорит, это как обычно сказала Мазала, но чтобы этого сказала Мазала исключить. У нас есть уже медийное пространство, и мы можем высказываться. И уже нас не так легко облить какой-то грязью. Мне стыдиться нечего. Я ничего плохого не сделала. Мой муж 13 октября поехал на свадьбу к моим же родственникам. Его сбил министр. Человек пьяный на посту ГАИ на огромной скорости. Дело на этапе первого же дня, первых же секунд. Все пытались, естественно, замяли. В этот же день вечером, когда все произошло, он умер утром.